Около 85% пенсионеров, граждан Абхазии, получающих российскую советскую пенсию, все еще не смогли оформить банковские карты в банках России для зачисления социальных выплат. Более 4000 человек – это люди, которым более 80 лет. Это официальные данные, представленные на совещании у исполняющего обязанности премьер-министра Владимира Делба на прошлой неделе. В нашей стране российскую советскую пенсию получает около 24 тысяч пенсионеров. С каждым годом численность людей, работавших на Советский Союз, уменьшается. Но для многих из тех, кто еще жив, это социальное пособие по старости является единственным доходом, позволяющим не скатиться за черту нищенского существования. Потому как абхазского пособия по старости в размере 4000 рублей хватает разве что на оплату электричества и ЖКХ. И с этим уже сталкивается новое поколение граждан страны пенсионного возраста, у которых нет советского стажа. Но об этом когда-нибудь в другой раз. До недавнего времени социальные выплаты для бывших советских граждан Абхазии, обладающих теперь российским гражданством, поступали в банки Абхазии. До 2021 года они начислялись на абхазские национальные карты. Затем решением правительства, которое не справилось со своими прямыми обязанностями, карты у пенсионеров изъяли. Наши «заботливые» в кавычках чиновники не придумали ничего лучшего, кроме как в разгар пандемии поставить стариков в многочасовые очереди в сберкассы. На то, чтобы наладить систему в алфавитном порядке, ушло около года. И тут выяснилось, что с 19 мая нынешнего года вступают в силу новые правила. Социальные выплаты от пенсионных органов России будут зачисляться только на карты Российской национальной платежной системы МИР. Те пенсионеры, которые не оформят российские карты, останутся без пенсии. На первый взгляд никакой проблемы нет. Оформи карту и получай себе пенсию. Но если учесть, что речь идет о достаточно пожилых людях, которым для того, чтобы оформить карту, нужно дважды пересечь государственную границу, чтобы подать заявку, а затем забрать карту, то становится понятно, что мера достаточно жесткая. И то, что 85% пенсионеров, получающих российскую социальную пенсию в Абхазии, не оформили карты, означает только то, что они не могут справиться с задачей, поставленной перед ними. И это как раз тот случай, когда на помощь гражданину должно прийти государство. Тем более, что мы имеем дело с чисто технической проблемой, для разрешения которой не нужны переговоры на высшем уровне, а нужно только внимание к своим гражданам и забота о них. Для этого теоретически мы и содержим чиновников, для этого избираем органы власти. Но что-то в этой, на мой взгляд, достаточно разумной системе взаимоотношений между государством и обществом дало сбой. И дорога, задуманная как дорога с двухсторонним движением, превратилась в одностороннюю. Мы содержим власть, которая полностью отстранилась от своих граждан, которые живут под собою, не чуя страны, и самостоятельно решают свои проблемы кто как умеет, или не решают. И это не только пенсии. События последнего времени как нельзя лучше показали, что наши чиновники полностью уничтожили смысл своего существования, передав свои обязанности другому государству. Особую тональность этому тезису придали последние президентские выборы, во время которых общественных и политических деятелей, людей, которые создавали нашу страну, боролись, воевали за ее независимость, под надуманными предлогами лишали права на передвижение, объявляли иноагентами, террористами и преступниками, не пускали на историческую родину. Власти как безмолвствовали, так и безмолвствуют, предоставляя гражданам своей страны самостоятельно решать свои проблемы. И совсем не важно, пенсионеры это или оппозиционеры, когда власть не волнует проблемы граждан страны, вопрос ее существования перестает быть риторическим.